Коллеги, здравствуйте. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Динамо Москва» Марцел Личко. И давайте сразу перейдем к вашим вопросам, если они есть по матчу. Пожалуйста. Марцел, добрый день. Добрый день. Ну, сегодня у вас стакан половину полон. То есть могли сегодня и забрать 3 очка вполне. Вот Марко Николич после игры с «Зенитом», он сказал интересную вещь. Мне очень жалко, что мы сегодня вот не смогли выиграть, потому что такой «Зенит» можно обыгрывать, когда он играет в такой инертный футбол. Скажите пару слов о ваших вот впечатлениях. Мое впечатление из игры, да, во втором тайме мы были близко к победе, думаю, уже чуть-чуть поближе, неж «Зенит». Не надо забивать, как всегда, Соболев на 90 минуте, 92 минуте. У него был хороший шанс забить второй гол тоже. Но в тайме, например, я вообще не разговаривал о тактике nebo вещах, потому что то, что мне расстроило с начала игры, этих первых 15-20 минут, это была наша боязность и нервозита в ногах, да. Были ситуации, где мы должны играть под касание сразу, например, на Битela nebo na Gladyho, но и мы принимаем мяч, рассматриваем там 2-3 секунды и играем мяч назад на Nico Maričala или Fabio. To значит, где мы должны играть, например, сразу под касание на Битela и включаться в игру и делать ротацию в середине поля. Мы больше там стояли, можно сказать, на своих позициях, как манекини, да. Марцел сказал, играем 4-3-3 nebo 4-3. Кара как фальшивая девятка, но и каждый стоял на той своей позиции без движения. И каждый прием мяча, это было без движения, без прием с уходом, да, только на месту. Потом посмотрел, где я могу сыграть мяч. И это долго. И когда nebo соперник нам забил, чуть-чуть как бы лучше начали входить в игру. И под конец первого тайма, думаю, уже у нас та игра начала набирать на хорошей интенсите. Понятно, всегда тебе помогает и гол, который ты забиваешь, можно сказать, до раздевалки. Там забили на 41 минуте, nebo 42 минуте. А поэтому я в раздевалке разговаривал только о ментальной стороне. Я был злой на них, что почему они боятся играть равноценную партию с «Зенитом». Ничего никогда не надо бояться ani Spartaka, ani «Зенита». Это футбольный маншафт, как вы. И мы достаточно хорошие, мы хорошие при стандартах, мы хорошие индивидуальные игроки, мы хорошие в комбинации, мы умеем забивать голи поза штрафное и в штрафное. Так чему вы боитесь? Вы ходите, играйте в футбол. А то, думаю, у нас получилось во втором тайме, плюс показали, что могли и обыграть «Зенит». Еще одна ремарка. Выход от ворот, в начало Лунева от ворот. То есть опять это валидол. То есть как начинают выходить от ворот, так сразу же какая-то паника, ошибки. То есть было несколько таких моментов. Но, то есть то, что я говорил с начала игры, то это неуверенность. Мы должны в том середине поля играть уверенно. То, что делаешь на тренировке каждый день, это повторяешь, можно сказать, 100 раз. Только это делаем и в игре. И понятно, Луня má мяч и ждет tej ротации nebo движения, но jo, к сожалению, они стоят. И что má делать Луня? Ну так потом может выбивать. А у нас нет, Тюка тоже нет большой, но есть сильный, да? У нас нет Соболев, у нас нет Кассиера, у нас нет, я не знаю, Заболотный. И когда стоят Ниньо сзади, nebo ten Irakovič, ну, все, что идет лицом, они сильные. Так, поэтому нам надо искать другие варианты, да. И то нет, то, понятно, все видят, что Луня туда, но ale есть какое задание игроков, что они должны делать, aby помогли Луню. И то есть то наиважнейшее. И там поэтому я как бы разговаривал о ментальной стороне как бы игроков в тайме. Vlastně, что касается тактики, ничего не сказал.
Марсел, добрый день. Комплимент вам по игре. Да, сегодня хорошая была игра Динамо. Действительно, многие это отмечают. У меня внезапно вопрос по судейству. Но не в плане оправдания, там, что не удалось победить по Мешкову. Смотрите, я извиняюсь, по судейству не будем говорить. Да, давай будем говорить о футболе, то, что у нас получилось. А судейство оставим судейством, нех другие я хотел занимаются. на судейскую тему, что, скажем, даже можно абстрагироваться от там, Мешкова, но карточки, которые не показаны где-то в начале игры, в середине игры, как в случае с Бариусом, который прыгает в ноги, хватает за футболки, они влияют на команду, потому что дается шанс этому игроку еще и еще нарушать. Вот в этом плане. Моя задача тоже была, я просил всех игроков, aby вообще не входили, nebo уже неделю об этом разговаривал, что aby не входили вообще в коммуникацию с судьей. Судья будет свистеть, оставь мяч, иди на свою позицию. Не приходи к судьему, не разговаривай, не забирай мяч. Если ты мяч заберешь и кинешь его 3-4 метра вправо, он спокойно тебе может показать карточку. То значит, я как бы готовил игроков, aby были дисциплинированы, aby только смотрели на свой перформанс, выступление. Я знаю уже, футбол без эмоций не можешь играть. Да, и поэтому я тоже кричал с линии, если вы помните ten один момент, там Робби с Луис Энрике, судья ему засвистил фаул, могл засвистить, но что будем говорить, в премьер-лиге бы то никогда не засвистили в Англии, да, попросту там идет игра, борьба, мужская борьба, но и Робби там начал с ним разговаривать туда-сюда, takže я достаточно жестко на него кричал, aby закрыл, извиняюсь, закрыл рот. И концентрировался на свою игру и на матч. И другие вещи, что я с судейством, я не хочу обсуждать. Я тренер, не надо, abych я концентрировался на себя, на свою команду и старался дать, nebo показывать больше те хорошие эмоции, да, потому что если я начну там кричать на судей, да, ты туда, ты иди, да, что будут делать мои игроки, когда они увидят, что я буду моя comportment? Реакция. Моя реакция будет негативна, да, и такая. Потом они будут повторять то, что делает тренер на линии. Но будет одна карточка, вторая карточка, красная карточка, где да, и проиграем игру сами себе. Поэтому одна из наиважнейших задач на сегодняшний день было тоже концентрироваться на игру, на свою игру. Результат мы не можем никогда сказать, что мы выиграем 3-1, потому что футбол бывает. Мы играли отличную игру с ЦСКА, отличную игру с Локомотив. Я думаю, уже сегодня мы играли 60 минут на очень хорошей уровне. Но и можно сказать, проиграли, и только сегодня забрали 1 очко. Да, и такой футбол бывает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вадим Струминский, Матч ТВ. Марцел, вопрос про автора гола. Вы не раз без хороших мыслей, да, и побуждений критиковали Гладышева, да, чтобы парень мог работать так, чтобы играть регулярно и качественно. Вот на данном отрезке, насколько Ярослав близок к тому, что вы от него вот хотите? То я уже... Понятно, еще из начала сезона, да, где он как бы чуть-чуть было видно, že i v té hlavě mentálně начинается менять, и как бы болен z toho ребенка z академии начинает как бы больше быть мужчина, так это уже было видно, это не только сегодня, вчера и неделю назад, да, это уже ten процесс идет, не знаю, 10 месяцев с ним, да. И еще я помню хорошо, что я его критизовал в тех больших играх, да, с ЦСКА, Зенит. Тоже ты хорошо сыграешь, например, не хочу обидеть Оренбург, например, Нижний Новгород, да, каждый má свой уровень, свои возможности. Так еще в тех играх, как ЦСКА, Зенит, потому что там играет Dos Santos, там играет Ниньо, там играет Moise сильный, да, Роша, и он убегал от них, потому что он боялся удару и борьбы. Но когда, помните, я говорил на 90-й минуте, когда Роша смотрит мяч, он корпусом в него бьется, да, и выигрывает борьбу. Сегодня Ниньо, Еракович, Dos Santos, да, отличные, сильные игроки тоже. И плюс еще ему удается забивать голи.
Я не могу ничего больше сказать, что Глади последний месяц, можно сказать, еще добавил чуть-чуть и нам очень помогает, да. Марцел, здравствуйте. Здравствуйте. Симака спросил перед вами по поводу прессинга, что обе команды почему отказались от высокого прессинга, на его взгляд. Он подумал, что «Динамо» вышло играть осторожно. Но вот сейчас, после ваших слов, я услышал, что вы сказали, что вы недовольны, как команда боязно играла. То есть какая установка у вас была в связи с этим? Особо интересно насчет... Понятно, то вы хорошо, правильно сказали, что мы тоже не хотели сегодня прессинговать сначала очень-очень высоко. Да, почему? Потому что Вендел, Дел Сантос, Ниньо, эти все игроки, да, они хотят, aby ty si начал прессинг. Они умеют играть в 1-1 nebo через стенку. И когда ты выходишь в высокий прессинг, я не говорю, что всегда, понятно, есть шанс, игрок спиной до наших ворот, это значит лицом до своих ворот, идешь прессинг, жесткий, бам-бам-бам-бам. Когда Дос Сантос или Ниньо, да, или Монтуан, не знаю, Барриос, Вендел, они достаточно умные с мячом. Иногда они специально тебе натягивают. Веди, выходи туда, и за твоей спиной начинаются делать дыры. И они эти дыры используют. И такие игроки, как Пьянич, Вендел, Бителло, Караскал, они власне это делают специально. Не отдавай мяч. Не отдавай мяч, подожди, аж будет у тебя на метр, nebo Luca Vera, Gabi Florentin, в Оренбурге. To my dělali speciálně. Не отдавай мяч. Нех они приходят, натягивай игрока. И потом через стенку есть зона открыта. И я не помню, že by v našich играх, честно скажу, с Зенитом и год назад, когда вы будете рассматривать чуть-чуть наши игры, в кубковой игре или дома, когда мы здесь выиграли 1-0, plus-minus команды начнут чуть-чуть делать прессинг, nebo движение, смешение с прессингом может быть от ворот соперника так на 30-35 метров. Да? Не идут высоко. И это была одна из вещей, которые я тоже им сказал, что прессинг да, но когда есть соперник под давлением спиной до наших ворот или есть какой диагонал, и ты читаешь ten пас, и выходишь, доигрываешь до конца. Ale когда už мяч под контроль, стоп. Тактическое движение и ждем, когда будет шанс на ten прессинг. Потому что они достаточно умные. А тоже у нас эти игроки, мы это знаем, и мы это тоже хотим, aby vyšli. Давай сюда. Фаби натягивает игрока на себя и потом играет между линиями. Но при этом у «Динамо» в первом тайме были эпизодические попытки прессинга, причем там Чавес... Плохие. Две-три ситуации. Да, то есть выдвигался там Чавес, а поддержки не было. И получался, зону он открывал. Ситуации. А то есть должна тоже эта коммуникация. Когда Чавес идет и видим, что не успеваем, сразу кричат на Луизе «стоп», как бы пауза, да? И все... Nebo когда мы идем в жесткий прессинг, например, сегодня это должно было посмотреть на направление Караскала, и если есть возможность, шанс разворота мяча назад через вратаря у соперника. Но, например, когда мы играли игру, где там проиграли 1-0, там в третьем круге, что будем говорить? Мы тоже иногда пробовали делать прессинг на Дос Сантосе, и Дос Сантос все мячи играл по диагонале назад на правého центрального защитника. To значит, мы пошли смешение, он подождал и бум, сыграл на правého центрального через и штрафное. Прием, правый защитник уже бегнул и оттуда выходили. Это мастерство команды, мастерство игроков, которые не боятся играть, можем сказать, и иногда чуть-чуть по ризикуешь, да, потому что когда скажешь играть диагональ через свое штрафное, ну так большинство из нас скажет, да он сумасшедший, что он там делает, не занимается никакого там.
И то je to мастерство, и надо тоже решать эти ситуации на поле, что ať хочешь, не хочешь, может быть, že сегодня может быть, že my могли во втором тайме побеждать, ale to качество тех игроков есть. Да, есть. Ты знаешь, с кем можешь прессинговать высоко, больше рисковать, а с кем надо чуть-чуть тоже подумать, но если to dla teba, как вы správne говорили, я помню, эта ситуация, то было сразу Монтуан пошел наверх, раз, два, бум, и уже была ситуация, у нас Монтуан, может быть, с Луис Энрике уже там мешали, уже был кросс в штрафное, был опасный момент. А только за этого же не пошла коммуникация, и Луис пошел как бы сам за себя туда, а никому не подсказал, и уже был, просто был проблем. Коллеги, давайте последний вопрос. Да. Марсел, во-первых, хочу вас поздравить. Вы сегодня установили новый рекорд. Динамо 20 матчей подряд. В чемпионате Динамо еще ни разу не забивало в своей истории. Поэтому это новый клубный рекорд. 20 матчей подряд Динамо забивает в чемпионате. Спасибо. В чемпионате именно, да. Вот. А во-вторых, хотел спросить, у вас сегодня, наверное, не было выбора, и вы не думали вообще про матч с Спартаком, который во вторник, да? Иногда перед... Нет, думал, извиняюсь, да. Abych не забыл, потом еще можем продолжать, нет проблем, понятно. Але с другой стороны, ребята, мы профессиональные футболисты, а я не вижу проблем, aby сегодня игрок сыграл хорошую интенсивную игру. У него есть 2 дня на восстановление, и не надо забыть, что мы сегодня играли 2 часа, и во вторник играем 20-30, да? Это значит, если бы так посчитаешь, это больше 74 часов на восстановление. И профессиональный футболист, если есть профессионал и за полем, сейчас говорю, да, потому что я могу влиять на базе, да, где мы тренируемся, придет еда, восстановление, обед, доктор может инфузы, да, помочь, как бы такие вещи. Потом, что делать игрок дома уже, да, за забором базы, если же он профессионал, он спокойно успеет восстановиться. To значит, а я уверен, že большинство из них они профессионалы, и физически, я думаю, неплохо как бы готовы. Я уверен, что там во вторник, и kdybych я вышел, может быть, že видим с той же самым составом. А я не вижу проблема, как бы то. Почему нет? В Англии играем, если мы хотим давать пример игрокам и стремиться к лучшим лигам, надо тоже, что это делать, а не разговаривать, да. Takže я как бы в этом плане вообще меня не беспокоит, že už играю во вторник. Да, супер важный матч для нас. Spartak dla всех болельщиков и для меня. Ale не боюсь, что мы бы были не готовы на вторник. И следующий еще, я вас прерву. Еще там был как... Все. Спасибо, коллеги. Завершаем пресс-конференцию. Нет, так еще одна там. Один Давай. маленький вопрос. Да. Марцел сегодня очень хорошо сыграл довольно Даниил Глебов. У него и были высокий точный процент передач и хорошая самоотдача. Можно ли сказать, что он уже приспособился к вашему стилю футбола и выходит на свою пиковую форму? Не, я думаю, уже Даниил уже показал не только сегодня или против Казани, ale уже в tej игре перед Казани уже то, что показал. И почему был нам нужен и такой игрок в команде, потому что я сейчас не хочу только оценивать его игру на поле, ale я хочу оценить, aby vy to, že to znali, že ten игрок, когда он придет на базу, тренируется, как тренируется в интензите, да, и с другой стороны и его лидерские качества в раздевалке. Это большой плюс для клуба, для команды. И такой игрок был нужен в команде. Плюс есть фама, да, то значит с фамой, как бы, будем говорить, с российским паспортом ребята, да, которые могут как бы помочь в раздевалке в tej strane как бы позитивного настроения и таких эмоций позитивных до игры. И плюс в тренировочном процесу. Он идет, каждая тренировка для него это как сейчас игра с Зенитом.
Пожалуйста. Спасибо, коллеги. Спасибо большое.